Удачнинский рубеж. Ровно через месяц завершатся открытые горные работы на трубке «Удачная». В процессе эксплуатации карьер углублялся, расширялось производство. Проявлялась новая современная техника. Старые технологии менялись на новые. Наши коллеги продолжат тему. Период с 2000 по 2004 годы ознаменован внедрением новой специализированной карьерной техники и современных технологий. Это гидравлические экскаваторы «Демак», автопогрузчик «Литорн», который используется на основных и вспомогательных работах, буровой станок «Тамрак». Внедрен мониторинг воздушной среды в рабочей зоне карьера. В настоящий момент автоматически отслеживается температура и газовый состав в разных точках котлована. Ведутся наблюдения за деформацией бортов карьера, поведением отдельных нарушенных участков. Также применяется система тросово-сетчатых завес для удерживания осыпающихся кусков породы с бортов карьера при их выветривании. В этом году мы заканчиваем отработку карьера. Сейчас мы работаем, производим локальную такую реконструкцию западного борта, отрабатываем прибортовые целяки. В связи с опасностью обрушения породы в нижней части карьера «Удачной» было решено использовать погрузочную технику и самосвалы на дистанционном управлении. Сейчас эти машины успешно эксплуатируются, став первым подобным опытом в акционерной компании «Алроса». Для работы на крутонаклонных съездах были закуплены шарнирно-сочлененные автосамосвалы, которые также зарекомендовали себя в работе с положительной стороны. Процесс добычи у нас идет в два этапа. Мы 740-е у нас поднимают руду на отметку минус 35. Там у нас организована площадка перегрузки. Ну и в дальнейшем те же самые объемы мы уже перегружаем на большегрузный транспорт КАТ-785 и поднимаем на гора народный склад. В 2015 году планируется добыть открытым способом 1 миллион 50 тысяч тонн руды. Основные взрывные работы по западному борту карьера были закончены в апреле текущего года. И в настоящее время производится вывоз отбитой руды. С 1 декабря текущего года в отходящем порядке планируется взорвать восточные рудные целяки, где сейчас проходит транспортный съезд. После чего доступ на дно карьера будет возможен только через подземные горные выработки.